находимся в славном городе Нерюнгри. Льет дождь. За окном у нас, сейчас скажу, 8 градусов тепла. Мы переночевали, сняли квартиру за 2000 рублей. Вот то, что дождик льет, сейчас надо как-то вещи в багажник засунуть. А на улице сыро. Не совсем это устраивает. Сейчас вот машину грею. Надо будет обязательно съездить на заправку, заправиться. Так как газ хотелось бы оставить на запас. 8 часов, по-моему, газовая заправка открывается, так что я могу, в принципе, дозаправиться там. Но по 35 рублей это та еще сомнительная экономия, просто нужен запас. Вот в этом районе мы очутились с утра. И вот в этом домике мы разместились. Дождик идет. Надо же было прям в лужу зайти. Сейчас посмотрим, где мы заночевали. Какой-то интересный подъезд. Такой креативненький. А из хузмаркетов тут, наверное, только Айгуль. О, тут даже Так тут Wi-Fi есть, да? И пароль написан, и все. Да, на своим позвонить, потому что хреночки встанут сами. Да? Конечно. То есть, наверное, где-то ближе, наверное, к 11, 12 часу. О, какие печенье! Нифига себе. Печенье такая. Такое. Такое. Мама, Вот сегодня мы в Нерюнгри едем. Стоим на светофоре. Да, вместе с дождем едем. Короче, вчера-то надеялись на то, что на утро распогодится и мы увидим солнышко. Но нет. Посмотрим, как в Амурской области. Может быть, там лучше будет. Не будет этого циклона. Ну, что вот еще сказать, то что зелени до сих пор нету. Вот это вот как-то очень даже странно. Бедные нерюнгринцы живут без зелени. Уже лето почти. Но дороги у них просто вот печально. Не могу об этом не сказать. Просто печально. Вчера еще у них какую-то трубу прорвало, видать, где-то на теплоцентрале или что. Весь город затопило. Сегодня дождь. Решил все это дело смыть. Какие-то камушки. Так и было. Да, так и было. Так, прямо. Это мы проезжаем по проспекту Геологов. Вы только посмотрите, какие там виды. Туманы. Только у нас стекла тоже в туман превращаются потихонечку. Ну да, испарение. На улице, говорят, 5 градусов. Машина показывает на 3 градуса больше. Кому верить, тоже неизвестно. Не, ну сейчас уже, я же смотрела на 6 утра. Ну да, сейчас потеплее. Так там мы печку включили, в принципе, салон нагрелся. Довольно-таки комфортно. Время по Карла Маркса едем до проспекта Мира. Как узнать, где проспект Мира? Там же видишь, там. Ну да, вот она, вот эта вот, которая так дорога. А нам получается прямо все равно. Большая. Да, вот этот поворотик сейчас еще будет, и там загиб. Вот и все. Как-то нормально получилось. Сама нашлась. Ну все, мы заправляемся. Вот, наконец-то выехали из Нерюнгри. Дождик, вот такие тучи низкие. Походу, это надолго. Такая погода. Прольется тут все капитально. Сейчас заедем в кафешку, покушаем, позавтракаем и двинем в путь. Не стоит кушать в этом экспрессе, ой, в Сакуре. Лучше заехать вот сюда, тут детская площадка, по-моему, строится, фонтан вот этот. Еще? Нет, вон машины-то стоят. Вон там, блин, еще здание уже готово. Да, мы едем на море. Ну все, до свидания.
Вот такая вот картина у нас постоянно перед глазами. Серые деревья, никакой зелени. Сопки вот эти вот Солнца нет. частично заснеженные. Солнца нет, тучи, вечный дождь. Ну как вечный, уже вторые сутки он нас сопровождает. Но, как говорится, мы бодры, веселы. Да-да, специально трагический такой голос. Мы бодры, веселы. Бодры, надо говорить, бодро. А веселы, весело. Одно радует, пока дорога хорошая. Это вот действительно радует. А так, прямо я не знаю. Ну, получается, что, центральная Якутия впереди планеты всей. В том плане, что там погода там нормальная, хотя мы тоже думали, что у нас что-то холодновато. Ну, 20 градусов, да, холодновато. Жаришка там. А здесь у нас, сейчас посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас показывает 6 градусов. Так что как-то так, 14 градусов Так что разница. не дуйте. Да, не нойте. А мы тем временем подъезжаем к поселку Инграм, Янкейский поселок. Мы остановились на одном из поворотиков. Ну тут просто вообще обалдеть какое место. Не знаю, передаст ли эта камера. Просто вообще дух захватывает. Просто захватывает дух. Ну и ветруган дует. Ладно. Вместе с бандочкой мы учимся. Едем. Вокруг такие просторы открываются. Дух захватывает. Понимаешь, что планета у нас огромная. 3, 4, 5. Ну вот, теперь все. Рисуем. Ну вот такое ощущение, что там на солнце появляется зелень, как будто бы. И это, смотри, снег пропадает. Но там есть еще в высоких точках. Может, все-таки едем когда-нибудь в летом. Вот мы въезжаем в поселок Нагорный. Река Темтон. Хорошая река. Рыбная. Она прям вообще очень такая, ну, довольно-таки продолжительная. Здесь она не широкая. Вот так вот она протекает. Ну, станция Нагорная, бывший поселок Нагорный. Как показывают видео на YouTube, люди здесь еще живут в некоторых местах. Ну вот все. До Нагорного доехали и... Да, вот такая вот разруха, конечно, печально на это смотреть. Вот когда-то все это жило, работало, люди жили. Возможно, это скорее всего была школа, детский сад. Вот, пожалуйста, да, человек ковыряется в машине. Ничего такого особенного. Да, ничего особенного. Вот жилой дом. Вот, все, тут сейчас будет АЗС и поселок закончится. Да, вот так вот все это выглядит. Печально. Да, вот здесь АЗС, насколько я помню. Да. Сюда мы тут обычно проезжаем, уже зеленое все. Да. КЗС вообще даже дороги уже нету. В общем, как-то так, едем дальше. Тут какой-то странный человек сидит с телефоном. Что-то делает. Какие-то камушки выкладывает. Он домик строит, по-моему. Такой тут вид. Прекрасно. Меня, конечно, не слышно, но я буду все равно. Короче, стекло лобовое грязное, поэтому туда высуну. Дорога, короче, врагу не пожелаешь. Прям реально
Вот, а по бокам лежит старый асфальт. Сняли его и вот, пожалуйста, ездите как хотите. Ни в чем себе не отказывайте. Ой, просто, нет, ну тут вообще медленно. Очень. И машина кондыбает довольно-таки серьезно. Вон он, старый асфальт. А быстрее ехать нельзя. Тут все медленно едут. Может быть, спят? Кошмар какой-то. Ночью им Мы до Лапри доедем или нет? 20 километров, 2 часа будем добираться. Так у нас скорость меньше 10. Кошмар. Это мы с горки тащимся. Я на тормозах еду. крошек, рыбка. Помимо этого она еще узкая. Ну вот тут смотри, это зеленеет листвяшка. День и ночь. Здесь все-таки, видать, река Лапри. Бывает. Малышку зовут Нюшенька. Красивенько тут так. Тоже любит конфеты. Красивенько. Потихонечку зелень появляется. Лиственница зеленеет. Тополя, конечно, еще голые стоят. Все ровно. Вот уже сразу веселее стало. Солнце все равно что-то. Солнца нету, да. Но, по крайней мере, мы стали передвигаться значительно быстрее. Вот, дорогие товарищи, мы подъезжаем в Тынде. Знаменитая Стелла. Проехали ручей Аманальный. Город Тында. Не Тында, а именно Тында. Да, едем 60. Вот тут, короче говоря, расковыряли всю трассу. Говорят, мы еще не видели, сейчас посмотрим. Зачем это делается? Через город федеральную трассу пускать, это, конечно, ну, может быть, не моего ума дело, но все-таки, по-моему, неправильно. Вот так вот сейчас это все дело выглядит. Печальная печаль, очарование. У меня только один шаг. Котлованы там какие-то. Мы же не знаем, это же чужой город. Где здесь? Вот она Тында. Ну, Тынду, если пересекать вот так вот прямо, то 5 минут, по-моему, она пересекается. Если не считать 2 светофоров. По-моему, крайний раз здесь дорога. Берлога? Нет, нет. Не крайний, вернее. Драйвер он, или вот здесь же и был. Смотри, как раскопали-то, тут вообще просто все поизменялось. Ландшафт капитально поменяли. Мы, кстати, там ни разу не были. Вот и посмотрим, что там. Мы успеваем прекрасно. Просто когда и выезжаешь из Якутска, непонятно вот это все кривое расположение улиц. У нас же там все действительно все, как смотри, красиво, да? Особенно когда зеленое, это будет вообще, наверное, просто сказочно. Но хотя местные-то наверняка это не ценят. Тоже хотят куда-нибудь подальше уехать отсюда. Ну слушай, ну тут как-то вот больше к западу похоже, да? Вот дома похожие на западные. Дяденька выезжает на грузовичке. Трава зеленая, зеленая прям. О, какой коврик уже. Так, Видишь, доча, да? Да. Ты же хотела зеленую Нет. траву. не поворачиваем. Поворачиваем. Еще цветочки. Цветочки, да? О, Макс прямо в яму заехал. Молодец. Алкомаркет? Нет, я думаю, мы все-таки, по-моему, не туда заехали, наверное. Вот так вот подъезжаешь, тут гора леса, а вот тут многоэтажки стоят. А что-то Прям вообще. Там еще что-то стоит. А я просто... Ага, вау. Ой, там цветочки уже. Да-да-да, это шиповник, по-моему. Ну, летом здесь, наверное, вообще прикольная аллея. Ну, березы. Березовая прям вся. Там люди. Ну, он, да, он получается сразу же, вот, как сказать, вот там еще такая улица, и все, и больше-то их особо и нет. Вон тут тоже дом, окна первого этажа выходят в землю. Ну, классно для нас-то вообще, это прям Ну да. такая необычная необычность. О, она мне здесь поворачивать, оказывается, там.
Вот, и вот это вот получается улица такая. Сейчас нам где-то надо будет развернуться, по-моему, вот сюда вот подъехать, вот к этой вот. Но я мельком смотрел, я могу и обшибаться. Ну, а туда тоже вон аллея не сидит. Ух ты, серп и молот. Обалдеть. Это еще с тех времен все осталось. Ну, по-моему, как-то ночью тут по ней проезжали сама. Или это еще где-то серп и молот стоят? Ага, вот, видишь, показывает вот кафешка связной, что-то туда. А, поворачивать. Сейчас разворачиваться. Ну, вот она, галактика, наверное. Что-то в какие-то места нас зовут. Наверняка. Ну так-то красиво, конечно, Тында красивый город. Прям очень. Представляешь, особенно когда оно все зацветет, все зеленое будет. Вот. Многоэтажки тут. Правда, дорог тоже нету. Дороги, наверное, во всех городах России. Такая беда. Непонятно. Опа, опа. Так-то город симпатичный. Да, симпатично. Ну это просто необычно. А тут Серп-молот. Ой, не знаю. Из да? меня... Просто снимай, что Из хочешь. меня еще тот сниматель. Какой маяк, баня, гостиница, сауна. Вот. А мы туда не попадем, блин. Ой, опять твои очки улетели. Ты мне хочешь Я не новые специально купить? так. Нет, нет, я сейчас буду вообще капец как аккуратно ездить. Ну, Паничка. Ничего я не вижу, что я там снимаю. Как у них много лежачих полицейских. Кстати, там-то Ну можно- там, наверное, сворачиваться. Да, короче говоря. И вот здесь, да, вот здесь есть. Базар какой-то. Ой, Она едет сзади. Да, они едут. базар мы открылись. А, это Халяль. база у них тут. Нет, мост открытый, и все, значит, переедем. Голодный ребенок, накормите, пожалуйста. А, маршрутка. Да, вот это они старый мост, короче говоря, Тоже все разбирают. трястись будет, как это. Ты его вот так говоришь. Детка. Ты как Нам мало чего видно, вон туда вот. Тут все грязное. Ну, блин, у меня нету боковых дворников. Речишка. Детка. Голодные поедем отсюда, что ли? Сусанин заведешь сейчас. Высота такая. Высота мощная, ага. Поезда. Да, поезда. Да, чу-чу-чу. ЖД развязка, по-моему, вот с той стороны, вон пожарный поезд стоит красный. Я. Тоже ЖД. А, точно. Вау. Я, кстати, вживую никогда не видел. Вон там красный. Вон О, поезд едет двигается. поезд, Первый смотри. двигающийся поезд увидели. Ира. Вон успеешь, нет? Это значит увидела. Диковинка. Красный свет. Ну, не всем он красный, некоторым он не совсем красный еще. Ого, я хочу ехать. Ну, кстати, ага, так страшноватенько ехать немножко. Страхово. Вот, отъехали мы от Тынды, и вот такая вот дорога. Обычное явление. Ну, пока что ее здесь не построили. Так что, кто поедет, будьте готовы. Рогачи. Дверь стала
вторая в стороне идет. Красота. Ехать очень приятно. Несмотря на то, что все-таки моросительный раз дождик, отсутствие солнца, все равно очень приятно. Да. Снижение скорости 105. Конечно, все равно впечатляет. Вот как впечатляет. А я ведь помню еще тот момент, когда ее строили. Ой, не эту, а вот это самое, от Сковородино до 4. Так вот, там, конечно, был кошмар. Там было построено 300 километров хорошей дороги от 4. А дальше все. Какими-то козлиными тропами. Да. Блин, все равно красота. Красота. Подъезжаем Соловьевск 45, Невер 84. Сковородино нас не интересует, но 109. Елки. Фига себе, вражки. 1968 год. 868. Частные дома, домовладение, хозяйство. На той стороне там уже все. Видно, что тоже еще вот только начинает все зеленеть. Вот здесь вот кафешки, вот там наверх дорожка. Там они. А столовка была с левой стороны. После дороги 40 километров в час так тихо, да? Ну, Все как будто вот... да и по городу потом, когда едешь, кажется, нет. Да, медленно, за это все время можно все успеть. У нас строили. Да, вот это, кстати. Сейчас. Хотим. Спросят, ну что, жрем где-то или едем? Ну вот столовка была дальше. Или тоже что-то. Ну это просто остановиться. Посоветовать, совещание. А там выезда, по-моему, нету, да? Или есть? Есть. Совещание? Hi, brother! Че, да, туда уже прям? Да, город, это, конечно, что-то. Музей. Вот здесь вот здесь вот столовка. Но она, по-моему, из нее что-то другое сделали. Раньше было так алюминиевыми буквами написано «Столовая». Нет, вот парус. Тут сейчас кафе парус сейчас. А, ну вон кафе же есть. Да. Ну, уже решили. Харбин, кафе китайской кухни. Нифига себе, тут сколько кафе-то стало. Написано «Счастливого пути». Камеры тебе закинь на площадку. Соловьевск, все, мы уехали отсюда. Вот, короче говоря, мы едем по трассе Амур, кажется. Да, Амур. Мечта Хабаровск. Отъехали от гостиницы «Уют», там пообедали. Гостиница, кафе «Уют». Короче, там гостиничный комплекс. Вот, там покушали, пообедали, заправились топливом и двинулись дальше. Пока дорога, в принципе, в хорошем состоянии. Мелкие недостатки, конечно, не присутствуют, но куда без этого. Тут, в принципе, вот такие пейзажики у нас за окошком. Как красивенько. Солнышко то выйдет, то спрячется за тучу. Ну, уже повеселее. По крайней мере, дождь постоянно не идет, так помокрело чуть-чуть. И то это, по-моему, с проезжающих машин. И все. Вот мы снова в дороге, вернее, до сих пор еще в дороге. Проезжаем какую-то гору, которую раскопали. Вот она вся исписана вот этими надписями. Свои автографы люди оставляют. Мне бы лень было это все делать. Дорога периодически меняет свою дорожную одежду. То новый асфальт, то старый асфальт, то снятый асфальт. Всяко разно бывает. Участки ремонтируются. Ну, дорога живет, в принципе. Я думал, честно говоря, похуже будет.
кроме того момента, где вообще снятый асфальт. В принципе, нормально, ехать можно. Пока еще ничего не проехали, вот-вот должны подъехать к Ерофею Павловичу. Только в сам город мы заезжать не будем, мы в гостиницу пролетим. А так красивый, конечно, вот она. Первый поезд, который мы... Нет, уже не первый, конечно, но это вот именно состав. Первый, который увидели, еще и навстречу движется. РЖД, товарняк. Там можно поставить что-то. Правильно, товарняк же их называют. Да. Она такой длинный. Длинный, ага. Они короткими практически не бывают. Вот гостиница Ерофей Павлович. Такая вот тут обстакановочка. Заправка. 135 километров от развилки. Монтаж там. Ох, какие грязные.